Тони, очевидно, что рекорд Хабиба удивителен. 29-0, это потрясающе. Когда ты смотришь его бои, что ты видишь? Ты видишь ошибки, которые совершают другие? Или ты видишь у них недостаток мастерства? В чем будет твое отличие? На этот раз я буду спарринговать. Я не спарринговал со времен Тибао. Что? Вы тоже этого не знали. Не думаю, что кто-то это знал. Так что я ищу спарринг-партнеров, присылайте резюме на snapjitsu@gmail.com. Присылайте свои гребаные резюме. Погодите. Тебе нравится избивать борцов-старшеклассников, которые готовятся к чемпионату штата? Неделю назад. И тебе нравится заставлять бездомных отжиматься в Нью-Йорке и высмеивать их? Тони, я могу спросить, почему ты не спарринговал так долго? Причина в здоровье или такая стратегия? Я понял, что закончил школу с кучей навыков, и мне нужно было просто выходить и их использовать. А сейчас я строю геймплан. Я сам это делаю, со мной нет папочки, никто не держит меня за руку. Хабиб, хочу спросить тебя. Ты сказал, что этот бой очень важен для твоего наследия. Что в Тони такого, что бой с ним так важен для твоего наследия? Я думаю, мы должны подраться. Я считаю, что он этого заслужил. Он настоящее испытание. Я уважаю его набор навыков. Как боец он очень хорош. Но вот почему людям он не нравится, это потому что он глупый. Никто его не понимает. Я очень образованный мазафакер. Честно, он выглядит как глупыш. Вот почему он никому не нравится. Но боец он очень хороший. Я уважаю его навыки. Поэтому он и здесь. Самый большой бой года. Посмотрим 18 апреля. Хабиб, были разговоры о том, как долго ты хочешь продолжать драться. Ты многого добился в своей карьере, и это будет очередной большой момент для тебя. Чего еще ты хочешь достичь перед тем, как поймешь, что сделал достаточно и больше нет нужды драться? Что еще ты хочешь сделать перед тем, как скажешь, на этом все? Я люблю, когда передо мной испытания. Если вы посмотрите, когда я дрался с Конором, Дастином Порье, когда я проводил все свои бои, эти ребята одни из лучших в мире. И когда я смотрю на свое наследие в легком дивизионе, я думаю, я должен подраться с Тони Фергюсоном. Если я хочу стать величайшим легковесом в истории, я должен побить этого парня. Вот поэтому я и здесь. Ты подписался на бой с наемным убийцей? Я убиваю по контракту, сучок. И вот теперь у меня достойный соперник. Я не дам тебе запрыгнуть на сетку или перепрыгнуть через нее. Тони, ты в хорошем настроении, нужно отдать тебе должное за это. Ты пошел и разобрался со своими психическими проблемами. Это требует большого мужества от профессионального спортсмена, особенно с учетом того, что многие берут с тебя пример. Пошел нахер. Хабиб Флойд Мейвезер сказал, что ему нужно $600 миллионов, чтобы он подрался с тобой. Что думаешь об этом? $600 миллионов за что? За бой со мной? Кто ему даст такие деньги? Не я. И не я тоже. Не думаю, что Дана даст ему $600 миллионов. Если он хочет драться, мы можем сделать так. 11 раундов по боксу, а последний раунд по ММА. Да тебе физухи не хватит на 11 раундов. Заткнись, я не с тобой разговариваю. И я не с тобой разговариваю. Посмотри на себя, ты сраный жердяй. Ты такого же размера, как Кормье. У нас есть вариант. Почему ты говоришь о боксе? Я тут. Мы предложили ему 100 миллионов, чтобы подраться на Ближнем Востоке. Мейвезер, у него очень большое имя. Очень большое имя. Сейчас у меня тоже большое имя. Мы можем подраться, но нам нужно реально большое имя. Хабиб Нурмагомедов. 11 раундов бокса и 1 раунд ММА. Я готов. Спасибо, Хабиб. Тони, хочу спросить. На тебе перчатки, у тебя бейсбольный мяч. Для чего? Я же сказал, что я долбанный хитмен. С Тони будет сложнее, чем с другими соперниками, но кто знает. Посмотрим. 18 апреля будет очень большой вечер для истории легкого веса. Тот, кто выиграет, станет величайшим легковесом в истории. Только одна вещь меня печалит. Этот парень стал немного староват. Только это.
Ему 36-37 лет. Когда я его побью, люди начнут говорить, что он старый. Когда 20-летние будут бегать быстрее меня, работать больше меня и все такое разное, тогда поговорим. А пока что тебя поборол 12-летний пацан. Когда я размажу его, разложу на канвасе и заставлю постучать, люди будут говорить, что он старый. Я так сильно тебя ударю в живот, что будешь писать кровью, пацан. Глупыш. Насколько важно для вас просто выиграть этот бой, побить соперника для каждого из вас. Побить того, кого многие люди считают лучшим в мире, а все остальное не важно. Этот парень задира, он никогда не был в уличной драке, его никогда не кидали в мусорный бак и все такое. В уличной драке, да я тебя сожру. Темные очки. В уличном бою я могу тебя сожрать. Ты понял? Ты кто? Ты никогда не дрался на улице. Ты американец. В Америке нельзя драться на улице. Я с настоящих гор. Я могу съесть тебя в уличной драке. И вы, американцы, болеете за этого маленького сучка? Потому что они знают, откуда я. Я могу сожрать тебя в уличной драке. Ты о чем вообще говоришь? Ты когда на улице дрался? Скажи, когда ты дрался на улице? Я из Окснарда, сучок. Что? Что это такое? Что за Оксфорд? Когда ты последний раз дрался на улице? Скажи людям правду. Последний раз, когда я дрался на улице, это был нокаут с одного удара. Ты думаешь, это то же самое, что бой в клетке? Я сломаю тебя в уличной драке. Ты меня понял? Ты вообще о чем говоришь? Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на Fight Space. Всем пока!